Президент сконцентрировал основное внимание на регионе Ближнего Востока, Латинской Америки и Африканский континент. Разумеется, мы эти усилия будем наращивать. Да, действительно состоялся визит в Республику Никарагуа. Это наш союзник и подлинный друг. Для иллюстрации могу сказать вот о чем. На каждом голосовании, на каждом заседании в международном формате, где речь идет об абхазской повестке, Республика Никарагуа голосует всегда в нашу пользу, и причем делает это абсолютно определенно и бескомпромиссно. Это дорогого стоит. Я хочу сразу сказать, что оценки организаторов Дамасской международной ярмарки, а это, как я уже говорил, 48 стран, для нас очень лестный, очень приятный. Наша экспозиция, наш павильон был одним из самых посещаемых среди павильонов всех стран. И здесь, конечно, свою важную роль сыграла наша абхазо-адыгская диаспора в этой стране. Как известно, около 150 тысяч человек, наших этнических соотечественников, проживают в этой арабской стране. Это довольно спаянная такая общность людей. Это очень пассионарные, активные члены сирийского общества. И самый главный вывод, который я делаю, это существенный внутриполитический фактор, в том числе и для правительства этой страны. Как известно, соглашение о режиме двойного гражданства вступило в силу. И как раз таки вот некоторые коллизии, которые возникают от того, что, например, в военкоматах, а сейчас они называются мобилизационные центры в Российской Федерации, не всегда должностные лица посвящены в детали этого соглашения. Именно этим и было обусловлено состоявшееся наше координационное совещание в Министерстве обороны с участием представителей правовых департаментов и Министерства обороны, и Министерства иностранных дел. Наша задача максимально снять существующие такие небольшие шероховатости для того, чтобы пребывание прежде всего наших студентов, которые в большом количестве обучаются в высших учебных заведениях Российской Федерации, было максимально комфортно, не отвлекало их от учебного процесса и так далее. И это встречает живой отклик со стороны наших соотечественников. Они понимают, что Россия и защищает нас от военно-политических рисков, и создает условия для устойчивого нашего социально-экономического развития, и развивает вот такие инфраструктурные проекты, которые интересны для них уже сегодня. Например, сирийских министров очень так интенсивно интересовал вопрос о наших логистических возможностях наших морских портов. Например, еще и для того, чтобы часть своей продукции транспортировать через Абхазию на масштабный и дружелюбный к нашей стране российский рынок. Это очень важная часть нашего общего взаимодействия. Грузинская делегация по-прежнему, так сказать, болеет вот этими фантомными болями и выдает абсолютно необъективную информацию. Говорят об оккупации со стороны Российской Федерации и так далее. На таком базисе, на такой основе очень тяжело будет добиться прогресса. При этом я убежден, что время работает на нас. Мы говорим о тех вещах, о той ситуации, которая в реальности находится сегодня в регионе, сложилась на земле, что называется. Поэтому, конечно, наша позиция здесь намного более прочна, с моей точки зрения. Консолидированную позицию с нами занимают наши юго-осетинские коллеги, друзья, партнеры и, конечно, также Российская Федерация. Поэтому альтернативы продолжению участия в женевском формате не существует. Нам нужно продолжать также активно отстаивать свои аргументы, свою позицию. Мы уже готовимся к следующему 66-му раунду, который состоится в марте 2026 года. Мы опять будем в Женеве и опять будем
что называется, на глазах у мирового сообщества доносить свою правду, свои аргументы и занимать такую же выверенную и бескомпромиссную позицию.